Итак, мы продолжаем наш эфир на радиоволне 101,3 FM, радио Ингушетия. Итак, уважаемые радиослушатели, с вами Яха Евлоева присоединилась к вам после музыкальной паузы. Итак, наша тема на сегодня — конкуренция, но не единственная, кстати говоря, конкуренция в период пандемии. То есть мы будем говорить о том, как повлияла пандемия на итоги третьего квартала. И сегодня у нас в гостях Батыр Тачиев, руководитель ингушского УФАС России. Добрый день, Батыр. Добрый день, салам алейкум. Ну, раз у нас тема о том, как повлияла пандемия на итоги третьего квартала, это и будет нашим первым вопросом. Как она повлияла на итоги третьего квартала? Несмотря на то, что постановлением правительства и нашими локальными нормативно-правовыми актами, в основном всем контрольно-надзорным органам власти был выставлен запрет на проведение таких обширных проверок, и нельзя было ни в коем случае кого-либо там лишний раз беспокоить, все равно нарушения выявляются, и это, и, кстати, говорит о том, что что-то не в порядке, да, и поэтому это все необходимо исправлять. Поэтому за этот период мы, естественно, проверок было значительно меньше, но в любом случае при поступлении жалоб мы на них обязаны были реагировали. Также и административная ответственность, там, санкции применялись по административной ответственности. То есть работа шла, в том числе и удаленно. Также у нас сотрудники также и болели, и удаленно работали, и так далее. Все это на нас тоже, естественно, отразилось. А вот удаленно как вы работаете? Человек из дома выходит на свой рабочий компьютер, на защищенный, и оттуда уже со своего рабочего стола непосредственно проводит работу. При рассмотрении жалоб, это впервые было, как мы знаем, любое потрясение, да, даже если оно плохое, это время, когда можно что-то новое сделать, когда приходят какие-то новые технологии. И в данном случае люди, которые сидят, комиссия, допустим, один сидит в Малгобеке, другой в Карбулаке и третий в Назаране, выходили в онлайн и назначенное время рассматривали жалобы. Туда же подключали заявители, там заинтересованные стороны, и в онлайн-формате все эти жалобы рассматривались, решения принимались. И несмотря на такую дистанционную работу, все-таки проблем никаких не возникало, получается, да, с выполнением Нет, абсолютно обязанностей? никаких, да, все было рассмотрено в срок, без нарушения административных регламентов. А вот, скажем так, в понятии антимонопольной службы конкуренция, что это означает? О какой конкуренции здесь идет речь? Между кем и кем? Конкуренция в классическом своем виде – это соперничество двух хозяйствующих субъектов на одном товарном рынке. И, как мы понимаем, если не было бы конкуренции, не было бы у нас и колесо бы никто не придумал, грубо говоря. И конкуренция рождает лучший продукт за меньшие деньги. То есть, если, допустим, вы изобрели бы единственный человек, который изобрел бы там велосипед, то он продавал бы его за 1 000 000 рублей, наверное, если другой кто-то не смог бы такой же придумать. То есть, это его интеллектуальное право. А из того, что другой придумывает там скоростной, у третьего там получается спортивный, у четвертого там городской, еще и так далее, это все влияет на уровень конкуренции, соответственно, повышается качество в борьбе за клиента и снижается цена. А вот у нас, в нашей республике, скажем так, какие работы проводились у нас? Кто между собой конкурировал? Вот можно привести какие-нибудь примеры? В период пандемии? Да. Давайте, если возьмем сферу государственных муниципальных закупок, то здесь, получается, участники торгов непосредственно, они участвуют в торгах, в аукционах, в конкурсах, в запросах котировок за доступ к государственным ресурсам. И в конкуренции между собой они подают лучшие условия, заявки и снижают цены, тем самым выигрывая те или иные контракты, и государство получает от этого прибыль. И плюс еще заинтересованность субъектов СНП. Получается, вы недавно подвели итоги, да, третьего квартала. Как раз работа в период пандемии. Есть какие-то цифры, на какие вы можете озвучить? Да, это более 40 более 40 закупок, на них поступило где-то 8 жалоб. Мы их рассмотрели, выявили эти нарушения. Кроме этого, проводились и внеплановые проверки. К административной ответственности там мы привлекли, по-моему, около 80, также 90 административных дел было возбуждено, но общая сумма 19 миллионов рублей. Это 19 миллионов сумма наложенных штрафов. Также в этот период мы особо акцент делали на том, чтобы то послабление, которое дает государство в это время,
Это можно без проведения торгов осуществлять закупки на сумму, необходимую для локализации того или иного там вопроса, вот, не выходя за них, можно закупать вот, у единственного поставщика и следили за тем, чтобы не было злоупотребления в этой сфере. Ну, скажем, как реклама-распространителям, нам интересна практика в сфере законодательства о рекламе. Ну, основное количество нарушений, выявляемое нами здесь, это при рекламе медицинских услуг наши граждане, то есть те, кто заинтересован в рекламе, ее подают, не очень хотят указывать о противопоказаниях. Отсутствие противопоказаний является нарушением законодательства о рекламе. Ну и плюс СМС-спам, конечно, естественно, без этого нельзя. А вот если можно вернуться к тому вопросу послабления, да, безусловно, в период пандемии невозможно было осуществлять тот объем работы, в том числе и заказчикам государственным муниципальным, как они его делали ранее. То есть они также дистанционно все размещали, все это делали. Но вот то послабление, которое давалось, то, что можно без проведения торгов закупать продукцию в том же объеме, некоторые этим злоупотребляли. То есть там поставка товара была там 140 дней, допустим, 120 дней. А период проведения торгов – это максимум 50 дней, можно заключить контракт. То есть вместо того, чтобы заключать контракт, некоторые заказчики прибегали к незаконной форме заключения прямых контрактов. Вот уже нами около 9 административных дел возбуждено и в этой части, и проверки также в этом направлении продолжаются. Эти 9 административных дел – это где-то более 500 миллионов, при закупке более 500 миллионов рублей. А почему эти люди не хотят подписывать этот контракт? Или в чем, собственно говоря, их проблема? Почему идут на прямые контракты? Да, почему идут на прямые контракты? И вообще, что значит прямой контракт? 44-й закон о государственных муниципальных закупках у нас обязывает допускать. Закон вообще он антикоррупционный, первый антикоррупционный закон. Он создан для того, чтобы любое заинтересованное лицо могло подать заявку, участвовать при предоставлении государством своих ресурсов. Вот, и оказать эту услугу государству, поставить товар, выполнить работу и оказать услугу. Вот, и если такого рода прямой контракт, то есть это то, когда не объявляются торги, а со своим человеком, которого непонятно, как его подобрали, выбрали, с ним заключается прямо контракт в обход законодательства и начинает его исполнять. Чем плохие эти контракты? Да? Это получается, заказчик вместо 10 рублей может 30 потратить и так далее. То есть это неконтролируемая сфера. И здесь не самый лучший товар поставляется, не самого лучшего качества за большие деньги. Вот, чтобы именно этого не было, и призван эту работу выполнять 44-й федеральный закон о контрактной системе. И когда заказчик обходит эту норму и заключает контракт и ссылается на пандемию, то есть он, выходя даже 140 дней поставка, это уже вызывает вопросы, и здесь непосредственно начинается проверка. Вот, как я сказал, такие нарушения мы тоже выявляем. Чуть ранее вы также сказали про СМС-спам, да? Вот скажите, как СМС-спам связано с УФАС? К примеру, мне придет СМС, я могу его удалить, и все, собственно говоря. Или он наносит какой-то определенный вред? Не, если вы его удалите, то мы вас оштрафуем. Это ведь СМС-спам, спам – это мусор, понимаете? Да, но вы удалите, а я, допустим, не захочу удалять, потому что я не давал разрешения на отправку этой рекламы мне, поэтому это является нарушением законодательства о рекламе. Так сейчас спама много. Можете писать жалобы по каждому из них. Прям по каждому, абсолютно. Абсолютно. И тут штрафные санкции очень высокие, от 300 до 800 тысяч рублей. Но получается, то есть вы их оштрафуете, и в ближайшее будущее мне СМС-спам приходить не будет, получается. И дадим предписание. Нет, если вам, допустим, в течение дня пришел спам от магазина шуб, от платьев, от посуды, еще чего-то, то если вы напишете жалобу только по одному из этих направлений, то именно тот, кто вам направил рассылку, допустим, по тем же шубам, он больше не будет писать точно. Но, возможно, еще такое, граждане еще пишут жалобы на СМС-спам, вот почему у меня там СМС-ки приходят рекламного характера, а я на это добро не давал. И при проведении проверок, также при запросе информации у операторов, они нам дают информацию о том, что он когда-то в каком-то магазине дал разрешение этой организации, что она в том числе его
информацию, его персональные данные, это телефон, mail, фамилия, имя, отчество, может в целях рекламы передавать третьим лицам. Соответственно, они их передали, продали, и вот поэтому вам бесконечно этот спам будет приходить. Пока вы не напишете обратно тому же магазину, что вы отказываете или отзываете свое согласие на то, что вам присылали бесконечный рекламный контент. То есть там возьмем, например, магазин шуб, им нужно обязательно дать разрешение, и это разрешение должно быть каким? В В письменном письменном виде виде? обязательно, в устной форме никак нельзя, кроме там звонков по телефону. Ну, допустим, у вас с банка звонят, говорят, а если у вас время, можете вы нам его уделить? Если вы говорите «да», это означает, что вы дали согласие на то, что вы слушаете этого человека. Ну, вам не кажется, что брать разрешение у каждого человека это очень сложно, а люди хотят рекламировать свой продукт, свой товар. Почему там сегодня это является незаконным, Ну, скажем так? реклама должна быть законно обоснованной, поэтому если, допустим, я не хочу, чтобы мне давали рекламу шуб, зачем мне реклама шуб? Вот, я хочу, допустим, специализированную рекламу. Если я хочу, я могу дать на это согласие. Остальном, зачем мне постоянно будут приходить смс на телефон? И если бы этого законодательства не было, я вас уверяю, каждую, наверное, секунду получали бы по 2, по 3 рекламы. И Ну, у это вас довольно телефон постоянно надоедливо. разрывался бы, да, и вам это надоест, и в конце вообще перестанете вообще какую-то рекламу рассматривать. А в таком случае есть какой-нибудь закон, и который мог бы рассматриваться, если он, конечно, входит в, скажем так, обязанности УФАС, закон о том, чтобы реклама также не появлялась в интернете. Вот, к примеру, я хочу поставить видео, или я хочу посмотреть какой-нибудь веселый фильм, комедию я хочу посмотреть, а мне резко встает реклама, там надо помогать сиротам, надо помогать инвалидам, и у меня сразу же, я хочу свое настроение поднять, а оно у меня наоборот, понимаете. Я начинаю думать, я сирота, и о инвалидах тоже. Ну и, собственно говоря, эта реклама меня, грубо говоря, не радует. И есть какой-нибудь закон, который рассматривается, чтобы вот данной рекламы, и не только данной рекламы, а вообще любая реклама, которая вскакивает, когда вы открываете сайт или что-то в этом роде, чтобы ее не было. Пределы прав каждого человека заканчиваются там, где начинаются права и обязанности другого человека. И в данном случае, допустим, если вы рассматриваете, обычно эта реклама, не обычно, а всегда эта реклама возникает там, где есть авторское право у другого человека, поэтому он вам говорит, хочешь посмотреть фильм бесплатно у меня, или там рекламу, или еще что-нибудь там обучающее что-нибудь. Допустим, возьмем тот же YouTube. YouTube – это коммерческий проект, и он говорит вам, я размещаю, я веду YouTube, у меня там серверы, у меня антиспам, у меня те там айтишники и так далее, большие расходы. Хочешь посмотреть у меня ролик, проблем нет, рассмотри рекламу сначала. Он зарабатывает на этом рекламе. На этой рекламе. То есть, поэтому, если вы придумали какое-то приложение интересное в телефоне, и вам за это не платят, вы договариваетесь с теми организациями, которые оказывают рекламные услуги, они вам за рекламу платят, и это является вашим доходом. Если бы не было бы рекламы, у нас значительно скуднее был бы весь контент в интернете. Ну и опять же, органы власти не наверное, имеют... платный был бы, да? Да, естественно, это было бы все платно. И необходимо еще подчеркнуть, что запрещается вообще в любой, какой бы то ни было рекламе, создание образа причастности органа власти к рекламируемому объекту. То есть орган власти ни в коем случае ничего рекламировать не имеет права. А вот что касаемо, немножечко отойдем от темы с рекламой, и хотелось бы поговорить уже на такую очень интересную тему, которая тоже меня довольно-таки так интересует. В период пандемии о повышении цен. Мы уже, конечно, об этом говорили, но и тем не менее к нам на радио поступали запросы, спрашивали, почему бы вы, видимо, кто-то не послушал наш предыдущий с вами эфир, и вот людям было интересно, почему повысились цены именно в этот период, в период пандемии. Да, меня буквально час назад, наверное, еще один журналист спрашивал про это. Странно было, честно говоря, что не знает про эту тему, хотя он постоянно слушает все. У нас рыночная экономика, необходимо это подчеркнуть. У нас демократичное государство в соответствии с Конституцией, и рынок у нас регулирует сам себя. Рыночная экономика означает, что в условиях конкуренции рождается низкая цена. А если, допустим, мы начнем регулировать цены на все,
то мы неизбежно столкнемся с отсутствием товара на прилавке, с дефицитом. Допустим, имбирь, если мы возьмем, мы помним, как цены на имбирь подскочили, вот, и рынок этого имбиря это регулирует только спрос и предложение. Единственное, можно его отрегулировать законодательными нормами, если поставщик либо производитель имбиря занимает доминирующее положение на рынке, либо они между собой сговорились. Но тут ситуация какая была. У нас имбирь в страну завозится с Китая, лимон и, как ни странно, лимон и имбирь вот, с Турции, с Бразилии и еще с нескольких стран. И спрос на данный товар поднялся ведь не только в нашей стране, но и во всем остальном мире. Соответственно, спрос превысил предложение, и цены на них начали подниматься. Если бы мы тогда в стране сказали бы, вот у вас будет цена, допустим, на имбирь, мы вам запрещаем поднимать выше 500 рублей, его вообще перестали бы к нам завозить, потому что его покупали-то в то время те же там перекупщики там, минимум за 1000 рублей за килограмм. То есть, соответственно, никто бы его к нам не завозил бы, и мы даже за 50 тысяч, либо 100 тысяч не смогли бы купить вообще ничего. Ну, тому, кому этот имбирь нужен. Ну и в конце концов мы поняли, что да, не лечит, к сожалению, не лечит от ковида. А вот как понять, что продавцы, к примеру, не повысили цену чисто своевольно, скажем так. Ну вот они закупили, да, какой-то продукт и должны поднять цену там на сколько-то там рублей, а они добавляют еще просто, чтобы заработать. Вот продавцы имеют право поднимать цены, они имеют право ставить любую цену за свою продукцию и свои услуги, вот, которые они оказывают. Не имеют права это делать только те субъекты, которые подпадают под антимонопольное ограничение. Это хозсубъекты с оборотом более 300 миллионов рублей в год и которые занимают доминирующее положение на рынке. То есть это более 35% объема продаж. А так, если вот более просто объяснить эту ситуацию, допустим, рынок, возьмем рынок наш, здесь в Назране, который находится, вы хотите продавать картофель, вы его покупаете в наличке за 10 рублей, а хотите продавать за 100, вот меньше вы не согласны. Вы имеете право ставить 100 рублей на этот картофель. Другое дело, что рядом с вами, который стоит, он, естественно, за 100 его продавать не будет, ему прибыль там, его устраивает значительно меньше, он за 50, допустим, будет продавать. Я прохожу рядом с рынком, вижу, какая интересная маржа, там, плюс 500%, и начинаю также там покупать картофель рядом с вами. Обязательно встану и тоже буду продавать уже за 10 рублей. Соответственно, цены на картофель упадут до того уровня, который будет экономически выгоден каждому из участников рынка. То есть и вам, и мне, и третьему, и четвертому человеку. То есть продавать вы можете за любую цену. Другое дело, что вас его не купят. Потому что будет предложение на рынке с другого участника. Вот мы также наслышаны о том, что в 2023, если я не ошибаюсь, году будет полная ликвидация фермерских хозяйств. Нет, фермерских хозяйств ни в коем случае. ГУПа, да. ГУП и МУПа, да. Вот. Но это связано с внесением изменений в федеральный закон о защите конкуренции, вот, в соответствии с которыми именно ГУП и МУПы – это государство. Государство покупает для них, допустим, те же там, бесплатно дает им помещения, бесплатно для них покупает, передает им какие-то там, допустим, если это там фермерское хозяйство, трактора могут передать, комбайн может передать и так далее. Рядом у вас КФХ. Вам никто, естественно, ни комбайн ничего не подарит. Вы должны это сами покупать. Вы сами его купили, соответственно, у вас себестоимость значительно выше, чем у ГУПа. Вот. И вы, в конце концов, уходите, ГУП вас вытесняет с рынка, вы уходите с рынка, потому что вы не можете реализовать свою продукцию. Но когда этот период наступит, я вас уверяю, ГУП поднимет свою цену в 2 раза выше, чем вы могли бы поднять в тот период. Поэтому, когда участие государства, это поручение президента Российской Федерации, надо максимально снижать в экономике страны. Если государство занимает всю экономику, никакой рыночной экономики, соответственно, у нас не будет. То есть необходимо давать вообще частному предпринимательству, именно чтобы они этим занимались. Допустим, ГУП занимает там 100 гектаров земли, грубо говоря. Ликвидируем ГУП, допустим, ликвидация ГУПов может происходить по нескольким там схемам. Это может быть вообще передано частникам, и также может быть передано в ОАО и в любую другую там организационно-правовую форму, но так, чтобы это государство не влияло на рынок. Вот. Если ГУП ликвидирует свои 100 гектаров земли, допустим, по 10 гектаров передает там остальным
уже 10 крестьянских фермерских хозяйств возникает на этом месте, и они начинают конкурировать между собой. И я вас уверяю, они будут сажать самые лучшие там семена, они будут лучше в 2 раза, чем друг друга, там, чем у соседей, там, и полоть этот картофель, и там брызгать его не тем вредными химикатами для того, чтобы это было экотовар и так далее, чтобы у них покупали его. И, соответственно, это будет лучше влиять на рынок, и цена будет максимально снижена для потребителя. Вообще конкуренция, ради конкуренции никто ее не рассматривает, в том числе и ФАС в первую очередь не рассматривает. Конкуренция, она должна для удовлетворения потребностей конечного потребителя, чтобы он получил лучший товар по меньшей цене. Вы знаете, касаемо ГУПа была такая интересная, ну, это была довольно-таки такая конфликтная ситуация. Вот в Верхних Очелуках какой-то старый ГУП, что ли, находился, то ли они пытались открыть на этом месте ГУП. Было какое-то место, которое якобы директор, новый, нынешний пришедший директор обворовал, вот на что очень сильно жаловались жители, администрация этого города, ну, якобы тоже пыталась что-то предпринять. И они говорили о том, что им вроде как дали разрешение на открытие ГУПа. Почему? Потому что они мне, то есть я поехала туда в качестве корреспондента, они мне показывают вот лист, на котором стояли и печати, и подписи различные, то есть письменное такое разрешение. А вот к делу почему-то они не было никакого дела, одним словом. То есть было письменное такое разрешение, а вот приступить к делу им не давали. То есть, получается, к вот этому 2023 году это никак не относится, да, или же наоборот? Нет, ГУП, он начинает работать с момента регистрации в налоговом органе, то есть его создает государство. Допустим, в данном случае, скорее всего, это будет правительство Республики Ингушетия, либо Министерство сельского хозяйства, возможно, Министерство имущественных отношений. Как только приказ о его создании, составлено штатное расписание, создано финансирование, там проведено это изменения, все внесены в бюджет, после все это передается налоговый орган, и как только налоговый орган его внесет в реестр, он становится ГУПом. И то, что он стал ГУПом, не означает, что автоматически какие-то земли для него переходят, ни в коем случае нет. Другое дело КФХ. КФХ – это крестьянское фермерское хозяйство, его могут создавать люди сами. То есть мы с вами можем просто прийти в налоговый орган, сказать, создаю КФХ, уведомление отдать и уехать. И через определенное время нас зарегистрирует налоговый орган, там, безусловно, в порядке, не имеет права там, не регистрировать нас, либо смотреть на свое усмотрение. Вот. Почему мы считаем, что ГУП еще плохо, да? У нас есть такое самое выражение «дац илхаш, асагил хавац». Если этот нанятый менеджер, он значительно хуже будет следить и смотреть за этим хозяйством, чем человек, которому это все принадлежит. Сам себя не оборуешь. Ну, да. Поэтому это значительно эффективнее, да, форма управления. И если бы какие-то там, естественно, у нас классный менеджер там, где работает, это тоже хорошо, неплохо. Но опять же, у него зарплата была такая, чтобы вот его мотивировать к тому, чтобы он не воровал и, соответственно, приносил прибыль для организации. ГУП еще чем плохо, я могу еще рассказать. Допустим, у нас есть ГУП Ингушавтотранс, если мы его берем, и сегодня они нас развозят на огромных некомфортабельных автобусах. Там нет ни кондиционера, там нет ничего. Там есть То есть это наши пыли, вот эти старые автобусы, которые до сих пор принадлежат государству. со времен Сталина чуть ли не ездят. Ну, там не Сталин, мы их купили значительно позже, вот буквально, можно сказать, 5-6 лет назад. Вот, но они по качеству, да, они такие. А если бы вы были бы частником, если бы все это принадлежало бы, допустим, ИП Евлоевой Яхе, то вы старались бы делать так, чтобы это все у вас было максимально комфортабельные самые автобусы, потому что вы со мной конкурируете. Если вы будете на каких-то гигантских пазиках людей перевозить, я буду их перевозить на хорошем, комфортабельном микроавтобусе. Соответственно, к вам никто не сядет, а ко мне сядут. И вы будете вынуждены либо уходить с рынка, либо предложить лучший товар, либо хотя бы такой же, как у меня, у вашего конкурента. Вот это и есть конкуренция. Если ее не будет, будут вот такие патики, а может и их не будет. Ну, я бы сказала, что пока что они все еще есть. Видимо, никто не Потому что конкурирует. рынок еще не свободен, вот, и мы надеемся, что этот рынок будет, мы его освободим.
Так, ну и напоследок, в итоге, касаемо третьего квартала, какие... Я прошу прощения, что перебиваю. Просто несколько я вспомнил, что были у нас вопросы, и говорили нам, вот вы там за ликвидацию ГУПов, МУПов, а люди куда должны идти, там работники этих Да, вот это вот тоже вопрос был. Эти же работники могут прийти сами туда, создать там, да, и как в качестве ИП зарегистрироваться, либо ООО, участвовать в торгах, забрать этот участок для себя и начать там работать. Если они этого не хотят, придет другой. Тот, кто туда придет, ему в любом случае понадобятся уже опытные, да, сотрудники, опытные кадры. Они их наймут на работу. Не то, что им хуже будет, им лучше будет, они будут больше зарплату получать, потому что между ними же будет и конкуренция. Кадры решают все, поэтому чем лучше... То есть тот, кто был бездельником, родственником директора, он, естественно, никуда не устроится, он никому не нужен, то есть он не умеет ничего. А тот, кто реально пахал вот на земле, так сказать, он, естественно, будет востребован, и он получит значительно лучшее место по большей цене. То есть чем лучше работник, тем лучше товар, тем выше конкуренция получается. И тем больше у него зарплата. Это очень хорошо. Итак, в итоге какие штрафы по итогам третьего квартала? Напомните нам. По итогам третьего квартала сумма штрафов более 19 миллионов рублей, а административных дел составлено 80. А так, если считать с января этого года, то мы наложили штрафов где-то более 400 административных штрафов наложено, вот, из них только 306 на должностных лиц органов государственной муниципальной власти, то есть на органы власти, которые злоупотребляли правом своим, вот, приступали закон, и они оштрафованы только, вот, допустим, по госзаказу на 3,5 миллиона рублей. Угу. Ну что ж, напоследок, думаю, я все-таки пожелаю вам удачи в вашей нелегкой работе. Мы сегодня много всего на самом деле обсудили, и итоги в период пандемии третьего квартала, и про рекламу мы с вами поговорили, и про ГУП, и про работников. На самом деле большое вам спасибо, что вы нашли время приехать к нам и поделиться информацией нашим радиослушателям. Я напомню, что в гостях у нас был Батыр Тачиев, руководитель Ингушского УФАС России. Спасибо большое и до свидания. До свидания, спасибо за приглашение.